на канале Осетия. В студии Светлана Пхалагова. Коротко о главных темах выпуска. Как привлечь туристов в республику и создать для них комфортные условия? Об этом сегодня говорили на заседании проектного офиса. Глава республики поставил конкретные задачи перед ответственными ведомствами. Сегодня хороший повод выразить огромную благодарность, свое уважение к вам, людям, которые первыми приходят к нам в самые трудные минуты нашей жизни. Владикавказская станция скорой помощи отмечает солидный юбилей. Она была образована 95 лет назад. Лучших работников сегодня чествовали в Осетинском театре. Каждая грузовая машина, которая к нам заезжает, она проходит определенную процедуру. Инспектор таможенного оформления Лаура Шириева 24 часа на страже экономической безопасности страны. Главная задача – не допустить, чтобы российско-грузинскую таможню пересекли нелегально или с запрещенным товаром. В Северной Осетии создадут единого туроператора. Это будет структура с четко обозначенными задачами и функционалом. Об этом заявил глава республики Вячеслав Битаров на заседании проектного офиса. По его словам, государственная структура, которую создали раньше, оказалась совершенно неэффективной и только создавала нагрузку на бюджет без какой-либо отдачи. Глава подчеркнул привлечение туристов в республику, их приезд, размещение и предоставление широкого спектра услуг. Именно это должно входить в компетенцию единого туроператора. Причем структура должна постоянно развиваться, создавать сеть филиалов в различных российских регионах, а затем уже выходить на международный уровень. Вячеслав Битаров добавил, что нужны детальные расчеты, каким должен быть уровень субсидий для единого туроператора, для его текущей работы и постоянного развития. Говорили и о Мамисоне. На встрече стало известно, что инвестор Владимир Гуриев уже приступил к проектированию объектов гостиничного хозяйства, а значит, необходимо подумать о кадрах, которые будут работать в гостиницах, ресторанах и на других объектах туристического бизнеса, пояснил глава. Их будут готовить в республиканских техникумах и профессиональных училищах. Состояние 12-летнего моздокчанина, которого накануне спецбортом МЧС доставили в детскую больницу имени Спиранского в Москве, остается стабильно тяжелым. Вчера ему сделали 2 сложные операции. Медикам удалось стабилизировать его состояние. Специалисты отмечают, в реанимации он будет находиться не меньше месяца. Напомним, 22 октября в Северной Осетии 2 школьников получили травмы в результате удара электрическим током на станции Моздок Северокавказской железной дороги. Несовершеннолетние попали под высокое напряжение при попытке забраться на вагон грузового поезда. Данный пациент находится на личном контроле главы республики, и по его состоянию ежедневно в утренние и вечерние часы идет доклад о состоянии пациента. Мы благодарны Департаменту здравоохранения города Москвы, главному врачу коллективу этой больницы, которые оказывают можно сказать, какие-то такие небывалые усилия прикладывают. Мы надеемся на хороший исход. Владикавказская станция скорой помощи отмечает юбилей – 95 лет. Лучших сотрудников сегодня чествовали в Осетинском театре. 24 работника медучреждения получили государственные награды. Их вручил председатель правительства республики Теймураз Тускаев. Он отметил, что история здравоохранения знает много выдающихся врачей и настоящих подвижников медицины, которые своим трудом заложили основы служения людям и желание приходить им на помощь. Премьер подчеркнул, что сегодня перед государством и медицинским сообществом стоят сложные и значимые задачи. И необходимо в своей работе применять новые прогрессивные технологии и методики ведения лечебного процесса. В этом году мы все вместе начали реализацию национального проекта здравоохранения, который должен поднять на более высокий уровень качества и эффективность здравоохранения. Дорогие друзья, сегодня хороший повод выразить огромную благодарность, свое уважение к вам, людям, которые первыми приходят к нам в самые трудные минуты нашей жизни. На станцию скорой помощи вообще-то я еще пришла до поступления в медицинский институт. Тогда нужен был стаж
для поступления. Работала сперва даже в должности санитара выездного, затем уже фельдшером по окончании медицинского училища. Вот. А затем я уже поступила в медицинский институт, и по окончании института так получилось, что во время интернатуры вернулась на работу. Эмоции переполняют в данный момент. Честно говоря, даже не ожидала, наверное, такого. Руководство, наверное, посчитало, что, видимо, где-то заслужила. Переоценить труд врачей скорой помощи сложно, ведь именно они первыми приходят на помощь. На их счету тысячи спасенных жизней. В прошлом году Владикавказская станция скорой помощи стала централизованной. Сейчас звонки из районов Республики Владикавказа поступают в единый колл-центр. Работы у медиков много, для них дорога каждая минута. В этом убедилась моя коллега Алана Тамаева. Она весь день провела с бригадой скорой и готова поделиться впечатлениями. Скорая, диспетчер 4. Сердцем плохо. Адрес какой? Вызов принят. Секунда, и бригада скорой помощи уже готова выезжать. Станция 3-я бригада свободна. Пишите 3-я кардиологическая, вызов. Ливаневского, 275, квартира 42. 3-я бригада записала. Диспетчерская станция скорой помощи – единый, слаженно работающий организм. Все здесь не просто доведено до автоматизма, стараются довести до идеала. Телефон не умолкает, люди звонят в скорую, когда плохо. И с эмоциями справляются не все. Диспетчеры признаются, все понимают. Мы должны реагировать на это адекватно, не раздражаться, терпеть. Вот, все выспрашивать, на все вопросы, чтобы они ответили. Сотни звонков в день. Время – главная ценность. Поэтому бригада уже в пути. До больного должны доехать максимум за 20 минут. Вызов может оказаться в любой точке города. Чтобы не задерживаться, включают сирену. Карета скорой помощи на дороге – главная машина. Профессионализм водителя важен. Нужно уметь маневрировать и параллельно справляться со стрессом и трафиком. Сейчас уже начали понимать, что надо уступать скорой уже. Уступают дорогу. Благодаря своей работе я уже знаю, как бы любой закоулок, любую точку я могу найти. Команда медиков понимает друг друга с полуслова. Все потому, что переживают вместе случаи, с которыми справится не каждый. Валентина Пухаева вспоминает работу при чрезвычайных происшествиях и признается, служба в скорой закаляет. Человек привыкает ко всем условиям и труда, и жизни. Ну и адаптируемся. Мы без этого, наверное, уже не сможем. Я вот, не знаю, себя ставлю на место, допустим, там врачей поликлиник. Я бы не смогла, наверное, там работать. Потому что там все, наверное, монотонно, все обычно. Тем более практически целая поликлиника уместилась для этих врачей в одной машине. Раньше было совершенно иначе. Когда-то карета скорой помощи только перевозила больных. О комфорте в машине и речи не было. Сейчас это не просто транспорт. Сейчас карета скорой помощи – это настоящая реанимация. Здесь врачи могут поддерживать жизнь человека в любом состоянии до прибытия в больницу. Дефибриллятор запускает сердце, кардиоаппарат помогает поддерживать его жизнь, электроотсос помогает избавиться от крови во время кровоизлияния. Есть даже родильный пакет, чтобы принять роды. И он не лежит без дела. Валентина Пухаева успела принять роды на дому уже 4 раза. Вспоминает эмоции, просто не передать словами. Тепло, комочек тепла. Комочек нежности. И, конечно, внутренняя радость и у врача бывает, и у родственников, у всех. Бригада на месте. В руках у врачей все только самое необходимое. Скорую уже ждут. Скорая. Спасибо. У двери врачей уже встречают. Надеются, доктор поможет. У бригады скорой помощи каждая секунда на счету. Приходится работать в сложных условиях и при тяжелых физических нагрузках, подниматься на высокий этаж, а потом оттуда спускать больного и сделать это так, чтобы не навредить пациенту. Главное – быстрее добраться до больного. Если повезло, на нужный этаж отвезет лифт, но везет не всегда. Сказывайте, на что жалуетесь. За каждым звонком в скорую человек, которому больно. Кому-то помогают на месте, с кем-то врачи отправляются в больницу. И каждый случай проживают. Признаются, когда удается помочь, чувствую себя счастливей. В рации звучит голос диспетчера «Новый вызов». Бригаду снова ждет человек, которому они обязательно помогут.
Алана Тумаева, Алан Суана, Владислав Туаев. Новости Осетии. И еще о медицине. В Северо-Осетинской государственной медакадемии проходит ежегодная научно-практическая конференция офтальмологов. Участников знакомят с современными методами диагностики и лечения глаз. По инициативе руководителя общества офтальмологов Северной Осетии Мадины Гусовой на мероприятие пригласили ведущих специалистов со всего Северокавказского федерального округа. До порядка 200 делегатов. Большое внимание уделяют проблеме глаукомы. На мероприятие приехал и руководитель Российского общества по изучению глаукомы Евгений Егоров. От имени главы Северной Осетии собравшихся поприветствовал министр здравоохранения республики Темирлан Гугичаев. Данная конференция – это и как учебная база, и прежде всего определение вектора, направленного на организацию офтальмологической службы как у нас в республике, как и в целом по Северному Кавказу, в нашем регионе. Сейчас офтальмология сочетается очень тесно с хирургией. Уже невозможно отделить офтальмотерапевтов от офтальмологов-хирургов. И очень важно, чтобы они вот в такой спокойной обстановке обменялись мнениями и обсудили очень важные вопросы, где грань терапии, где грань хирургов, где они взаимодействуют друг с другом и помогают. В Ленинском суде Владикавказа состоялось очередное заседание по делу Владимира Цкаева. Началось оно с запаковки образцов биоматериала для повторной экспертизы. Напомним, они ранее ходатайствовали адвокаты подсудимых. Судья запечатал коробку с биоматериалом. Он отметил, что повторная экспертиза, возможно, будет проведена в том же судебно-медицинском учреждении, но с иным составом экспертов. С этим не согласны адвокаты подсудимых. Суд назначил следующее заседание на 28 октября. На нем будет вынесено решение относительно повторной судебно-медицинской экспертизы. Еще одно судебное заседание состоялось сегодня, только уже в Верховном суде. Здесь рассматривали дело ректора СОКПИ Людмилы Кучиевой. Верховный суд сегодня отменил решение Ленинского районного суда, который приговорил ректора вуза к 2 годам лишения свободы условно за хищение внебюджетных средств института. Речь идет о начислении заработной платы из внебюджетных средств образовательного учреждения. По версии стороны обвинения, ректор не имела права этого делать. Защита, в свою очередь, настаивает на невиновности Людмилы Кучиевой. По словам адвоката, как руководитель автономного учреждения образования, она имела право распределять денежные средства, которые поступали в институт, от коммерческой деятельности. Защита ссылается на нормативные документы. Теперь дело будет возвращено в Ленинский районный суд на повторное рассмотрение в другом составе суда. В Северной Осетии решают вопрос об отмене единовременной выплаты в размере 1000 рублей при рождении каждого ребенка, учрежденной фондом ФАРН. Дело в том, что с 2017 года это пособие не выплачивалось, отмечают в Министерстве труда и социального развития республики. В ведомстве приняли решение выйти с инициативой исключить действие этого закона. В Минтруде поясняют, сейчас есть много других мер поддержки. При рождении каждого ребенка единовременно выплачивают 17 500 рублей. Кроме того, ежемесячно за первенца платят 9 500 рублей, а при рождении 3-го и последующих детей семья получит почти 10 000 рублей. При рождении 2-го ребенка мы знаем, что в Пенсионном фонде Российской Федерации предусмотрен материнский капитал. Более того, с 2019 года в республике выплачивается также ранее приостановленная мера. Это выплата республиканского материнского капитала в размере 50 000 рублей. Также имеется мера поддержки, как предоставление сертификата на жилье при рождении одновременно тройни и более. Однако с решением отменить единовременную выплату в 1000 рублей не согласны депутаты партии «Единая Россия». Минтруд намерен обратиться с соответствующим ходатайством в парламент республики. Борис Джанаев поздравил ректора Московского государственного университета пищевых производств Михаила Балыхина с Днем работников пищевой промышленности. Полпред вручил руководителю вуза благодарственное письмо от главы Северной Осетии Вячеслава Битарова за подготовку высококвалифицированных специалистов для республики. Уже много лет университет активно сотрудничает с Владикавказским торгово-экономическим техникумом, одним из старейших учебных заведений Северного Кавказа. В университете ребята имеют возможность получить максимальное количество компетенций и выйти не на практику, а на трудоустройство, возможно, уже со своим бизнесом. Между учреждениями идет и академический обмен. Московские преподаватели работают во Владикавказе.
Сегодня мы здесь, в Университете пищевой промышленности, где более 170 человек обучается наших студентов, выходцев нашей республики. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить руководство университета, Михаил Григорьевич, вас, ваш коллектив за ту атмосферу, которая царит в этом университете. И наши студенты не чувствуют себя далеко от дома, получают квалифицированное образование. И мы надеемся, что вернутся на территорию нашей республики и будут квалифицированными специалистами служить не только своей малой родине, но и во многих регионах нашей большой страны. Михаил Балыхин, в свою очередь, поблагодарил руководство республики за внимание и высокую оценку и отметил, что совместная работа дает хорошие результаты. Он также сообщил Борису Джанаеву, что на территории вуза создадут совместный кулинарный комплекс. Это цех площадью в 1500 квадратных метров. Новую интеграционную площадку оформят отличительными знаками Северной Осетии, Владикавказского торгово-экономического техникума и Университета пищевых производств. Какие ребята, выпускники СПО, уже являются лауреатами WorldSkills. Это является одна из самых крупных и самых авторитетных площадок по подготовке кадров рабочих профессий. То есть такие ребята требуют, конечно, очень серьезного оснащения, требуют высококомпетентных и квалифицированных специалистов и, прежде всего, людей из отрасли. Поэтому мы к этому готовились. Мы готовы принимать ребят. Действительно, у нас ежегодно количество ребят из Северной Осетии увеличивается не на единицы, а на десятки. Благодарность от Бориса Джанаева получила также заведующая кафедрой индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Московского государственного университета пищевых производств Ирина Кусова. Много лет она готовит квалифицированных специалистов и активно содействует в привлечении к образовательному процессу молодежи из Северной Осетии. Ирина Кусова рассказала об учебном процессе и показала современную образовательную площадку. Борис Джанаев увидел модель учебного ресторана, который создан на базе университета со всеми этапами производства и самым высокотехнологичным оснащением. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники российской таможни. Дата сравнительно молодая, была установлена уже после распада Советского Союза 4 августа 1995 года. 25 октября выбрали не случайно. Именно в этот день, в 1653 году, впервые появился единый торговый устав о взимании таможенной пошлины в Москве и городах российских. Сегодня сотрудники таможни выполняют важные и ответственные функции, причем со службой справляются не только мужчины. Героиня нашего сюжета тому подтверждение. Лаура Шириева заступает на дежурство в 9 утра. Ровно 24 часа она на страже границ двух государств. Задача не допустить, чтобы российско-грузинскую таможню пересекли нелегально или запрещенным товаром. На таможенном посту Верхний Ларс девушка работает уже 5 лет. После конкурсного отбора заняла должность главного инспектора отдела таможенного оформления и контроля. Суть обязанностей в следующем. В порядке живой очереди проверить документы водителей большегрузного транспорта, упаковочные листы, а после осмотреть перевозимый товар. Виды контроля разные. Фрукты, овощи, которые у нас перемещаются, они подлежат фитосанитарному контролю. Есть группа товаров, которые подлежат санитарно-карантинному контролю, также ветеринарному контролю. То есть в зависимости от перемещаемого товара мы выбираем вид контроля, подлежит, не подлежит, и, соответственно, дальше занимаемся помещением этих товаров под процедуру таможенного транзита. Перед тем, как пропустить на товар, накладывают средства идентификации, иными словами, пломбу. И у каждой пломбы свой номер. Это необходимо для того, чтобы перевезенный товар в таком же качестве, объеме и количестве доехал до места назначения, то есть из Владикавказа в Грузию и наоборот. Каждая грузовая машина, которая к нам заезжает, она проходит определенную процедуру. То есть она получает свидетельство о том, что на эту машину может налагаться пломба. То есть свидетельство о допущении транспортного средства к международной перевозке. То есть это не любая какая-то машина, которая к нам заехала и на которую мы не можем наложить пломбу. То есть она должна иметь разрешение, соответствующее свидетельство. С виду хрупкая и улыбчивая, а в деле серьезная и ответственная. Лаура Шириева признается, годы работы закалили, потому что быть таможенным инспектором не просто ответственно. Эта профессия требует стальной выдержки, толерантности и наблюдательности. Своего рода мы становимся какими-то относительно психологами в том плане, что мы изучаем их поведенческие манеры, жесты, которые могут нам о чем-то уже сказать. Волнуется человек, не волнуется, о чем он думает.
То есть в этом плане коммуникабельность одна из самых главных таких вот личностных качеств, которые я могу подчеркнуть. Всего в таможенной службе Лаура Шириева работает 8 лет. После школы сразу поступила в ростовский филиал Российской таможенной академии. Дальше по распределению попала в Североосетинскую таможню, а через 2,5 года на Верхний Ларс. Лаура Шириева ни разу не пожалела о выбранной профессии. Ей всегда хотелось быть полезной для народа и страны. Карина Гигалаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Во Владикавказе проходит 5-й международный фестиваль скрипичной музыки. В этот раз его проводят в рамках 85-летнего юбилея детской музыкальной школы номер 1 имени Петра Чайковского. В проекте участвуют как уже известные музыканты, так и юные учащиеся музыкальных школ Владикавказа и других регионов России. Среди приглашенных гости со всей России, а также из Японии и Сербии. В фестивале участвуют и 9 выпускников музыкальной школы имени Чайковского. Главная цель – развить творческий потенциал юных музыкантов. Фестиваль проходит в Североостинской госфилармонии. Он организован Управлением культуры и администрации местного самоуправления Владикавказа и детской музыкальной школой номер 1 имени Чайковского. Фестиваль очень интересный. Идея участия скрипачей. В общем, замечательная идея, как скрипач могу сказать. Вот, замечательно, что проводит школа. Это, естественно, очень ценно, редко и трудно. Это серьезный и крупный проект. Самое главное, что наши ученики, это проект музыкальной школы, будут иметь возможность приобщиться к тому, как происходит настоящее служение музыки. У меня к этому часу вся информация. Спасибо за внимание. А выпуск продолжат мои коллеги из Остинской редакции. Я передаю слово Берте Беджеловой и Феликсу Бритаеву. Бужник света хабар табира шасалдарсын ныртакы сабырай фанышанкан зіштім. Жағым разур зіштім кәдімі савар фарыштай байв зішті жарон донзауын қаталты республикае уй. Одауана башуша канзыштам куткушы полилингвалон ахурадон система на республикае уйдар. Асы мандыр хабар татахайсы бір рекламай фашта.